Здравствуйте, все дорогие друзья! Сегодня у нас будет обзор кровавого Луинора от компании СВ, который к нам шел доставкой, как и Union Achilles. Этот бой является боем из третьего сезона, у которого есть система Super Z Wire System. И сегодня мы протестируем этого боя. А сейчас мы переходим к распаковке. На этот раз я буду с этой стороны уже распаковывать. Здесь скотч, потом скотч. Тихо. Минус скотч и раскрываем упаковку. Так, что мне нам мешает? Мешает эта часть. Сейчас. Здесь как раз тоже скотч есть. Уже не пустуется. Ой, извините. Вот, в общем-то, сам бей. Но мы сначала глянем на запускалку. Вот такая у него запускалка. В левую сторону, кстати, заметьте. В левой стороне у него запускалка ленточная. Я такой в первый раз вижу. Похоже на его ленточную, то есть веревочную запускалку. В левую сторону. Так. Сейчас. Теперь мы переходим к самому Б. Он уже из пакетика. Вот сам кровавый Луинор, вот его дракончики вот эти. Честно, кайфово очень выглядит. Дальше есть его диск. Он должен быть вроде как под номером 13. Вот он такой. И сам наконечник. Вообще, в идеале он должен быть прорезиненным. Но, к сожалению, у нас он не резиновый, но пластик. Видишь, форма шестиконечной звезды. И по идее, в итоге, благодаря такому наконечнику, он должен неплохо атаковать. Но, естественно, у него и выносливость будет не очень высокая. В общем-то, хоть и запуск левосторонний, но он, к сожалению, хреноватенький. Вот, смотрите. Ну, видите? Правда, до этого, когда мы его тестировали, он немножко получше запускал, но потом мы его решили разобрать, посмотреть, что там, да как там. Ну и чуть хуже он начал запускать. И до этого он примерно так же запускал, ну, чуть-чуть только получше. Так что, запуск этот полное фуфло. Так что его можно свободно выбрасывать в мусор. Лонгенса протестируем против Скьютрайдера. Потом можно будет и юбку ему снять для эксперимента. Посмотрите, как тогда будет себя Скьютрайдер вести с Луинором. Ну что ж, первый раунд, вперед. Так, ух ты, же Луинор начал атаковать. Да, пацаны, кстати, я забыл вам сказать, что это новая наша арена. Старая немножко покоцана. Так, и Луинор, походу, проигрывает. Проигрывает Луинор. К сожалению. Или что? Что будет? Кому тоже интересно, что будет? Ставьте лайк. Но, к сожалению, Луинор чуть останавливается. И один в пользу Скьютрайдера. Второй раунд вперед. Сейчка. Скьютрайдера. Второй раунд передаем вперед. В пользу Скьютрайдера. Третий раунд. Передаем вперед. Убейте меня. Сняли у Скьютрайдера юбку. Сейчас получается счет 0-2 в пользу Скьютрайдера. Третий раунд, передаем вперед. Ну запуск, ну не подводишь ты. Ну давай без осечек, а. Нет, запусками. Кстати, на Скьютрайдере мы сняли эту юбку, рамку, не знаю, как вы хотите ее называть. В общем-то, счет 0-2 в пользу Скьютрайдера. Третий раунд, передаем вперед. Ой, Луинор погнал, я думаю, он сейчас все разнесет тут. Ну, по крайней мере, на прошлой арене он все разносил. Даже саму арену. Да, пожалуйста, такую арену. Правда, на этой, к сожалению, большому нету впадины в центре. Ну, хотя бы и на этом спасибо, что она новая. Да и, к сожалению, Скьютрайдер побеждает Луинора. Хотя, если это была бы наша если здесь была бы наша желтая арена, здесь все было бы обратно. Раунд мы пройдем на вот этой нашей старой арене. Мало того, что она и так была немного раздолбанная, так еще Луинор ее раздолбил еще сильнее. Кстати, это запуск от нашего золотого праздника Реквиема. К сожалению, его обзор будет самым последним среди всех этих боев, которые мы сейчас будем обозревать. В общем-то, после того, как выйдет видео с праздником Реквием, после этого вот эти все бои, которые мы заказывали с доставки,
вот эти, которые мы заказывали. На этом обзор закончится, именно этих бэк, которые мы заказывали. Ну что ж, бонус раунд. Ой, что это было, ой, что это было. Ну, только что-то не то было. Так, давайте перезапустим сейчас. Потому что что-то как-то Луинер что-то не то сделал. Так, сейчас пускай наш второй игрок сыграет его. Ну что ж, опять. Бонус раунд. О, вот видите. Правда, это еще не то, опять не на всю почему-то. Ну, в общем-то, если это он был бы на всю делал, то эффект был намного пуще. Давайте сейчас опять запустим, только на этот раз запускать буду Луинера я, а второй игрок будет запускать с Кьютрайдом. Кстати, с Кьютрайдом без ют. Так. 3, 2, 1. Ну вот, в общем-то. То, что я хотел вам показать, но, правда, это немножко не то опять. А давайте еще раз перезапустим уже, но на этот раз будет все нормально. Остается только правильно Луинером попасть по Скьютрайдену. Да, правильно, Скьютрайдену. И тогда все будет норм. 3, 2, 1. Вот. Все, что я вам хотел показать. Вот. Вот это настоящий Луинер. Правда, что-то опять он его не взорвал. Может быть, это я просто плохо постарался. В общем-то, вы видите всю мощь Луинера в деле, которая была. Точно после вот такого было видео сегодня. Луинер — это очень хорошо. Я всем его советую. К сожалению, почему-то в бонусных раундах мешает мне снимать. К сожалению, в бонусном раунде он не смог по какой-то причине взорвать Скьютрайдена, хотя он может. Извините, это второй игрок не может сделать, потому что сделала муха. Надеюсь, теперь бабушка не будет меня такая. Ну, в общем-то, всем советую покупать кровавого Луинера, это очень сильный бейт. Жалко, что он все же не смог почему-то по какой-то причине. Если есть Скьютрайден, то опять это бомба бейт. Опять же все. В общем, посмотрите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Всем удачи, всем пока.